Эта музыка прошла сквозь время, а жажда перемен вновь и вновь просыпается в каждом поколении. Его песни по-прежнему поют везде, от улиц и переходов до профессиональных студий. Их разбирают на цитаты и каверы, исполняют с симфоническим оркестром и переводят на все языки мира, и даже язык жестов. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен. Мы ждем перемен. В чем феномен Цоя? Этим вопросом задаются многие музыканты, пытаясь объяснить, почему его песни остаются актуальными спустя 30 лет и близки даже тем, кто родился после его смерти. Будто правы те, кто упрямо твердит: Цой жив. И кажется, что он вечно молодой, все еще стоит где-то там, за кулисами, и вот-вот выйдет на сцену. Здравствуйте. 8 апреля 1990 года. Цой в Уфе. За спиной афиша со знакомыми 3 шурупами. Эту уникальную видеозапись сделал кто-то из фанатов на любительскую камеру, которая в то время стоила как новый автомобиль. Уфимский дворец спорта, заполненный до отказа, поет в один голос с кумиром. Еще никто не знает, что всего через 4 месяца его не станет. В Уфе Цой выступал в течение 3 дней и успел дать 8 концертов. Выходил на сцену утром, в обед и вечером, и каждый раз аншлаги. Ледовая арена, тогда совершенно не приспособленная для музыкальных выступлений, не могла дать чистого, качественного звука. Но, кажется, зрителей это совершенно не беспокоило. Цой на пике популярности, люди знают каждую ноту наизусть и приходят на концерт только для того, чтобы своими глазами увидеть живую легенду. Ну, надо было выйти из зала и пройти вот сюда. Здесь уже начинала, по-моему, здесь стоять охрана. И как бы, ну так как я там с цветами, мне разрешили пройти. Свой путь по закулисным коридорам Дворца спорта Наталья Колосова помнит в деталях, словно это было вчера. 16-летняя девчонка, она, конечно, была влюблена в Цоя. Несла ему цветы и плюшевого медведя. А выйдя на сцену, осмелилась даже поцеловать кумира в щеку. У него были тени, синие тени. То есть понятно, что со сцены, чтобы было, видимо, зрелищно. И я запомнила, ну, понимаете, тек пот по лицу. То есть, ну, такая была белая красивая гитара. И я, когда ему это все подарила, я так громким голосом: можно автограф? Автограф, который Наталье удалось взять прямо на сцене, она хранит все 30 лет. Говорит, ей не раз предлагали продать эту память о легенде русского рока, но неизменно получали отказ. Шутит, ведь благодаря этому автографу и ей самой досталась частичка славы. Спустилась потом, когда в зал, ко мне подходили люди: а это вы только что были на сцене? Я говорю: я потрогала Цоя, теперь все трогали меня. Выхожу и смотрю, дворец спорта битком набит, где ледовая арена тоже все битком. И как в фильмах про Битлз, там девчонки сидят возле сцены и плачут. Рамиль Агишев – гитарист уфимской группы ЧК, которая выступала, как тогда говорили, на разогреве у кино. Вот он крупным планом виртуозно исполняет сольную гитарную партию. К этому моменту группа ЧК уже полгода гастролировала с Цоем по всей России. Малоизвестным уфимским музыкантам случайно повезло попасть в звездную команду. На этих гастролях Рамиль часто бывал в гримерке у Цоя и хорошо общался с его гитаристом Юрием Каспаряном. Признается, тогда увлекался зарубежным хард-роком и кино не слушал вообще. И только выступая на одной сцене с Виктором Цоем, ощутил ту колоссальную энергетику, которой музыкант делился со зрителями в зале. Он, во-первых, сам Цой, он постоянно рвал струны на гитаре. От того, что он просто так атаковал. Ну, то есть очень энергичный он был. И подача такая была, без улыбки. А такая немножко, ну, как не агрессивная, а вот напористая такая. С концертом группы «Кино» в Уфе связана и настоящая человеческая драма. Во время выступления на сцену сумела пробраться еще одна поклонница, которая вручила Цою письмо. В нем она рассказала музыканту о своей личной трагедии, что случилось в общежитии Уфимского библиотечного техникума. Девушка подверглась насилию. За нее вступился молодой человек, но защитить не сумел и покончил жизнь самоубийством. Нашел самострел. И, скорее всего, он пытался, наверное, убить этого подонка, который обидел Лисан. Но кончилось все очень печально, он погиб сам.
Галина Гореева в те годы тоже училась в библиотечном техникуме и очень сопереживала своей подруге. Вспоминает Цой, для них тогда был больше, чем просто музыкант. Его воспринимали как друга, как близкого человека. На концерте в порыве отчаяния уфимская студентка поделилась с ним своей бедой. И он ответил. Здравствуй, Леся. Спасибо тебе большое за доверие. Буду очень рад, если мои песни тебе как-то помогут. Боюсь, что это все, что я могу для тебя сделать. Держись, пожалуйста. Удачи тебе, Виктор. Лесе это было очень нужно. Он ее поддержал. И, в общем-то, это как раз доказательство того, насколько он был человечный. Несмотря на то, что он был звездой, наверное, поэтому его так любили, чувствовали в нем эту человечность. Ну, это мой рисунок. Рисунок фанатки. Вообще, впервые я Цоя увидела на башкирском телевидении. Я думала, что это вообще башкирский певец. Айгуль Ахмедгареева сохранила билеты с того самого уфимского выступления, а еще настоящие виниловые пластинки группы «Кино», коллекцию значков, фотографий, книги и пожелтевшие газетные вырезки. Когда он приехал в Уфу, ей было 15, и этот концерт едва не стоил ей жизни. У сцены началась дикая давка, во время которой девушка потеряла сознание. Все скандировали «Цой», «Кино». Потом музыканты вышел Цой, дальше я не помню, дальше меня задавили, и я через какое-то время только очнулась, там где-то сзади в толпе. Азимут-отель. В 90-е в этом здании была гостиница «Россия». Именно здесь во время своих гастролей в Уфе жил Виктор Цой. Самые осведомленные поклонники приезжали сюда дежурить у входа, чтобы получить заветный автограф. Удивительно, но сегодня в гостинице не осталось ни одного сотрудника из тех, кто встречал и размещал Цоя в Уфе. В 2015 году здесь провели капитальный ремонт, и сейчас даже никто не может точно сказать, в каком из номеров останавливался символ целого поколения. Первый этаж, а может второй или третий, и это как минимум странно, ведь на Западе гостиничные номера, в которых жили, к примеру, Битлз или Элвис Пресли, имеют особый статус, и люди готовы платить немалые деньги только лишь за то, чтобы просто заснуть в кровати своего кумира. Сказать, что его любили, ничего не сказать. Скорее, обожествляли. Как признавались фанатки, в нем был какой-то восточный магнетизм. Сын питерской учительницы и этнического корейца, он был единственным ребенком в семье. Учился в художественной школе, увлекался восточными единоборствами и взрослел в атмосфере ленинградского рок-андеграунда. Вот в этого мальчика с корейскими корнями влилась наша вот эта полноводная река русской культуры и русской словесности. И он начал выдавать вот такие стихи, которые, в принципе, если сейчас разложить, они безупречны по рифме. Они очень русские, они очень вот по нашей культуре все. Они где-то в чем-то напоминают Пушкина и так далее. Скажите, ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. Что из него получалось? Все. Печальное известие пришло из Юрмалы. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. Виктор Цой погиб в дорожной аварии. За рулем своего москвича он на полном ходу врезался во встречный автобус. Его смерть на взлете стала настолько неожиданной и невероятной, что по стране даже прокатилась волна суицидов среди фанатов. Люди восприняли это как потерю родного человека. Это был шок. Мы несколько дней плакали. Мои родители еще тогда говорили: ты бы на нашей могиле так бы рыдала, как ты из-за какого-то музыканта там плачешь. Уфимские поклонники Цоя после его гибели собирались на площади перед универмагом Уфа, приносили цветы, пели. На асфальте кто-то написал краской «Цой в наших сердцах». Этот снимок сделал фотограф Олег Яровиков, и он очень точно отражает суть происходящего. На одной фотографии и молодой парень, и пенсионерка, и совсем еще дети. Любовь к Цою была поистине всенародной. И вот здесь лежал такой кофр, был немного похож на маленький гробик, в котором лежали цветы, он был там обернут наспех кумачом, и там по периметру были расставлены свечи. И все смотрели этот концерт, не заходя на пары. Через 40 дней после трагедии в фойе Башгосуниверситета показали последний концерт Цоя, что практически сорвало занятие. Шамиль Валеев, тогда студент ИСТФАКа, импровизированный гроб из гитарного кофра на полу запомнил на всю жизнь. Как, впрочем, и музыку Цоя, которая опередила свое время. Он сказал, мы хотим перемен. А потом начались перемены такие, что мало не покажется. И уже, казалось бы, хватит. А они все шли и шли, до сих пор эти перемены продолжаются. Спустя много лет журналист вместе с другими поклонниками Цоя сыграл его песню на дне 1000 музыкантов в Уфе. Сотни инструментов звучат в унисон, исполняя легендарную группу «Крови».
единственная визуализированная дань памяти Цою в Уфе – это вот такое граффити на улице Хадии Давлетшиной, которое появилось здесь всего год назад. Хотя именно к этому месту Цой не имел никакого отношения, как, впрочем, и другие персонажи этой уличной галереи. Высоцкий, Никулин, Мерлин Монро и даже Земфира, которая выросла на другом конце Уфы. Олег Кайбышев и Марат Лутфурахманов – художники, авторы этого уличного рисунка. Говорят, стремились максимально передать узнаваемые черты. Высоко поднятая голова, сжатые губы, волевой подбородок. Чтобы дети, которые сегодня играют на этой детской площадке, знали кумира нескольких поколений. Кого, как не Цоя, изображать на улице? Нынешняя молодежь, может быть, она и у них другие кумиры какие-то, чтобы знали, помнили. Кукушка, исполненная на курае, или «Когда твоя девушка больна» в переводе на башкирский язык. У этой музыки нет национальности и нет времени. Она стирает любые формальности и границы. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Это строки из песни Цоя, высеченной на плите на месте его гибели в Латвии. Кем он был? Революционером, символом эпохи или просто человеком, который рассказывал миру о простых и главных истинах – любви и свободе? Феномен Цоя в какой-то чистоте, что ли? В честности с самим собой. Что вижу сердцем, то и пою. Цой – это первый музыкант про индивидуализм. Он был последним советским героем, который прихлопнул коллективизм и создал образ уникального городского героя, который от всех, даже от ножа, отобьется с помощью приемов карате. Я могу сказать смело, он был пророк для нашего поколения. Были поэты, допустим, Серебряного века, которые предвещали революцию, да? Это принято. Почему-то про наших пророков говорить не принято. Он предвещал для нашего поколения тяжелые времена. Какие будут войны, какие катаклизмы. Об этом же никто не знал. Он об этом знал. В своей музыке он обрел бессмертие. Миллионы нитей по всему миру и сегодня плетут это полотно настоящего искреннего творчества. И тысячи голосов продолжают песню, что оборвалась ровно 30 лет назад.